который наставил нас на истинный путь, который также сделал нас из уммы пророка Мухаммада, да благословит его Аллах и приветствует. Также мы свидетельствуем, что нет никого достойного поклонения, кроме Аллаха, и свидетельствуем, что Мухаммад, саллаллаху алейхи вассалям, пророк и посланник Аллаха. После восхваления Аллаха, о мои братья, у меня появилась мысль сделать сегодня небольшое наставление. Братья мои, раньше я уже записывал лекцию в ответах моему дедушке. Она есть в интернете на даргинском языке. По поводу мавлида. Является ли мавлид сунной, можно ли его делать или нельзя. Я говорю, что мавлид – это нововведение, которого не было во времена пророка, саллаллаху алейхи вассалям. Во времена сподвижников его не было, и великие 4 имама его не делали. На основании этого я утверждаю, что мавлид – это нововведение. В интернете есть видео на эту тему. Кому интересно, можете посмотреть на канале Аль-Атисам на даргинском и русском языках. Но не об этом сейчас речь. Вы говорите, что мавлид не является нововведением, что это хорошее деяние, хорошее нововведение. И я теперь делаю обращение к ученым, которые сидят на этом мавлиде. На этом мавлиде сидят те, которых называют даргинскими учеными. Даже вот, стоит имам села Убики. Он тоже там находится и читает мавлид. Вокруг сидят ученые из села Кастек. Также ученые и обычные люди из разных сел. Здесь разговор не о том, разрешен ли мавлид или нет. Здесь разговор о том, какие слова в нем произносят. В первую очередь, то, что они встали. Что говорит Ибн Хаджар аль-Хайтами? Вы сами говорите, что если Ибн Хаджар сказал свое слово, другим ничего нельзя говорить. Ибн Хаджар в своей книге «Фатава аль-Хадисия» утверждает, что чтение стоя на мавлиде – это уже не дозволено. Так говорит Ибн Хаджар. Те, кто их слушает, спросите у них, что говорит Ибн Хаджар. Пусть посмотрят в «Фатава аль-Хадисия» и ответят вам. Помимо этого, вы знаете, для чего они встают? Они убеждены, что пророк придет на их мероприятие. Для этого они встают. Сначала приветствуют пророка, потом говорят «добро пожаловать, пророк Аллаха». Они встают из-за того, что убеждены, что пророк, саллаллаху алейхи вассалям, пришел. Откуда это пришло? Где это написано, что пророк, саллаллаху алейхи вассалям, придет на мавлид или на зикр? Это написано в Коране или в хадисах? Но почему вы делаете то, что сами же придумали, а не смотрите на то, что говорят ученые? Почему вы делаете, что хотите, а не то, что говорил пророк, саллаллаху алейхи вассалям, или делали сподвижники, или что говорят ученые? И потом, говоря, что это и есть религия, вы показываете это людям, сбивая их тем самым с истинного пути. Тот, кто решил провести мавлид, наверное, делает это для того, чтобы совершить благодеяние и получить за это награду. Вы же на мавлиде совершаете многобожие и делаете то, что разрушает благие дела. Тут сидят люди, читают, там сидят ученые и слушают. Так же нельзя. Этого убеждения нет ни в Коране, ни в хадисах, нет и у великих имамов, что там, где вспоминают пророка, саллаллаху алейхи вассалям, придет или его дух, или он сам. Они встают из-за прихода пророка, саллаллаху алейхи вассалям. Они ставят воду, будучи убежденными, что когда пророк придет, он ее выпьет. Ставят еду, говоря, что дух пророка, саллаллаху алейхи вассалям, благословит ее. А потом делят эту еду, чтобы получить благословение от Аллаха. Откуда берутся эти убеждения? Почему же вы не думаете о могиле, в которую пойдете, и то, что там будет за все спрос? Раз вы считаете себя учеными, сидите и смотрите, как они читают, позволяете говорить им слова, которые вводят в неверие. Ну, раз вы дозволяете мавлид,
то хотя бы читайте достоверное. В каком хадисе сказано, или где в Коране сказано, что когда родился пророк, его превознесли над акванами? Это слово «акваны», перевод «акванов», это все созданное, все творения. Где сказано, что его вознесли над созданиями и сказали, что это Хабиб, возлюбленный? В каком хадисе об этом говорится? Или где в Коране это сказано? Или где в Бухари и Муслим это сказано? Это неправильно. Кто бы это ни прочитал, это будет неправильным. Почему вы не задумываетесь? Вам же тоже хочется войти в рай, и вы двигаетесь в этом направлении день и ночь, выстаивая молитвы. И из-за того, что они читают то, что не дозволено религией, а вы при этом молчите, на вас же будет ответственность перед Аллахом. Но раз пришел пророк, саллаллаху алейхи вассалям, судя по их убеждению, и они теперь обращаются к пророку, говоря: «Ты создан из нура Аллаха». Разве наш пророк создан из нура Аллаха? Наш пророк родился так же, как и все остальные, от матери и отца. Отец Абдуллах, мать Амина. От них родился наш пророк, саллаллаху алейхи вассалям. Его отец умер до его рождения. Мать Амина и Мухаммад, саллаллаху алейхи вассалям, пророк, такой же, как и мы, человек. Но Аллах сделал его дороже, чем все создания этого мира. Если что-то создается из нура Аллаха, то ведь это творение должно быть Аллахом. Почему христиане называют Аису, мир ему, Богом? Они утверждают, что Аиса был создан из духа Бога. Поэтому они называют его Богом. Если пророк был создан отделением части души Бога, то тогда он должен быть Богом. Аузу билля. После этого вы говорите, что из нура пророка, саллаллаху алейхи вассалям, было создано все остальное. Те, кто вас слушает, не понимает, что вы поете. Все остальное – это означает все творения. Не только люди произошли от нура пророка. Так вы говорите. Но где это написано? В Коране написано? Или в хадисах? Почему вы молча сидите? Я обращаюсь ко всем присутствующим. Там есть алимы из разных селений. Там есть имам села Убики, Инкучи, Тилагу. Почему вы молчите, когда говорят противоречащие религии вещи? Запрещайте же им петь. Для чего вы изучаете религию, кроме как говорить, что дозволено, а что запрещено? Для чего вы берете на себя такую ответственность? После Мавлида вы ведете разговоры о том, что на нас возложена ответственность. Вы говорите: сподвижник Умар, да будет доволен им Аллах, плакал, когда на него была возложена ответственность. Подумайте сами. Перед вами обманывают и поют эту ересь. Какая же ответственность на вас, когда вы молча сидите, слыша эту явную ложь? Они обращаются к пророку, саллаллаху алейхи вассалям, с мольбой, спрашивая его: «Обратишь ли ты внимание на таких, как мы? Сделаешь ли ты таких, как мы, из твоей уммы?» Пророк, саллаллаху алейхи вассалям, давно умер. Он не услышит вас и ваши слова. Надо просить не у пророка, а у Аллаха. «О Аллах, сделай нас из уммы Мухаммада». Они стоят и просят у пророка прощения. Прощать может только Аллах. Прощающим и смывающим грехи является только Аллах. Задумайтесь хотя бы те, кто сидит на Мавлиде, если эти ученые не задумываются. Хоть вы подумайте о том, что вы говорите. Ведь вы, думая, что делаете благое дело, только совершаете грехи. Вы организовываете такое мероприятие с намерением, что у кого вы его делаете, он тоже получит награду. Они тратят на это деньги, накрывают столы и понимая, что вы несете за это ответственность. И когда там говорят вещи, которых нет ни в Коране, ни в хадисах, вы молча сидите, называя себя при этом учеными. Найдешь ты в нас много недостатков, обрати на нас свой взор и прости нас, о пророк Аллаха. Обратить взор и простить нас может только Аллах. Просите у Аллаха. Почему вы просите у пророка, саллаллаху алейхи вассалям?
Просите у Аллаха, покажите мне хоть одного сподвижника или кого-то из 4 имамов, которые ходили на могилу пророка и просили прощения, или просили у него, чтобы он смотрел на них. Среди сподвижников внутри были сложности, была смута и вражда. И даже тогда ни один из них не пришел к могиле и не просил о прощении или об облегчении. Субханаллах, о чем вы думаете? Что вы читаете? Для чего вы изучаете религию, если вы не в состоянии что-то сказать? Альхамдулилля, пророк Мухаммад, саллаллаху алейхи вассалям, сказал: «Моя община подобна дождю, и не знаешь, начало ее будет лучше или конец». Такая умма есть и в конце времен, которые наставляют людей, рассказывают хадисы и аяты Корана. Коран и хадисы дошли до нас, а вы говорите, что нет того, кто сможет нас наставлять. Но если вас наставляют, а вы не оставляете недозволенное, как вы можете встать на правильный путь, если вы не хотите исправиться, сбились с пути, а потом жалуетесь Аллаху, что вас некому наставить? Молите пророка, говоря, что вас некому наставить. Вам пророк говорил, чтобы вы просили у Аллаха. Аллах в Коране говорит: «Просите у меня, и я отвечу вам». А вы не просите у Аллаха, вы просите у пророка, что нет наставника, и жалуетесь, что умма ослабла. Носители знаний не следуют за своими знаниями. Комната наполнена учеными, и на 90% я уверен, что они понимают, что это нельзя делать, что нельзя передавать недостоверные хадисы, а ваш мавлид наполнен недостоверными хадисами. Тем более в этом случае посмотрите, сколько ошибок всего в 6 минутах мавлида, которые не сходятся с законами шариата, и вы молча сидите, оставив поклонение, а потом жалуетесь Аллаху. Почему оставили? Они же потом перед Аллахом на вас будут пенять, они будут говорить вам: почему, когда мы, те, у кого не было знаний, пели, почему вы нас не остановили? Почему же вы их не останавливаете? Вы же там все друг друга знаете, кроме песен и красивых голосов, ведь больше ничего нет. Разве вы не боитесь Аллаха? Разве вы не боитесь Аллаха и то, что все ваши деяния будут напрасны? Один из сидящих день и ночь обучает других Корану, проводя все свое время в поклонении и совершая многобожие, ты ведь стираешь все хорошее. Одно дело, когда не знаешь, но когда знаешь и читаешь такое, как ты хочешь встать перед Аллахом? Инна лилляхи ва инна илейхи раджиун. Откуда пророку известно, испортились вы или нет? Пророк умер и ушел от нас. Пророку это неизвестно. Какими бы вы ни были, просите у Аллаха: мы испортились, наши деяния плохи, направь нас. Для чего вы просите пророка? Это многобожие, которое приведет вас к неверию. Если вы будете такими, за вами нельзя делать намаз, потому что вы делаете дела, вводящие в куфр. Несмотря на то, что вам говорят об этом, вы не оставляете эти дела, и вы жалуетесь, когда после этого за вами не хотят делать намаз. Вам говорят, что это многобожие, вам в Коране и в хадисах говорят, что это многобожие. Вы это не оставляете, и после этого, когда за вами не хотят молиться, вы обижаетесь. Инна лилляхи ва инна илейхи раджиун. Аллаху Акбар. Где ваш разум? Где ваши мысли? Помимо красивого голоса, надо ведь думать, о чем поешь, громко воспевая, впадая в неверие, совершая многобожие. Так ведь пользы не будет, если вы уж говорите, что вы мусульмане. Просите у Абу Бакра, Умара, Усмана, Али, да будет доволен ими Аллах. Аллаху Акбар. Прошу вас ради Аллаха, зачем вы у них просите? Просите у Аллаха. Спасти общину, кроме Аллаха, никто не сможет. Спасающий общину только Аллах. Просите Аллаха. Когда пророка, саллаллаху алейхи вассалям, настигнут тяготы,
чтобы спасти общину, он ничего не сможет сделать, то сподвижники и весь этот мир не смогут ничего сделать. Вы обращаетесь к пророку, саллаллаху алейхи вассалям, говоря, что ты владелец заступничества. Владелец заступничества тоже только Аллах. Никто не заступится без его дозволения. Каждый день мы читаем: «Ман заллази яшфау индаху илля биизни». Кто заступится перед ним, иначе как с его позволения? Заступничество с дозволения Аллаха, а не с дозволения пророка, саллаллаху алейхи вассалям. Подумайте же, те сидящие там ученые, не хочу сейчас называть имена, тут все цудахарские ученые, в этом месте. Вы же утверждаете, что вы ученые, только если так говорите, но не следуете своим же знаниям. В судный день ваши знания будут вам во вред. Это будет вам во вред в судный день. Первыми в огонь пойдут ученые, которые не следовали своим знаниям. Почему вы молчите? Почему не останавливаете это? Ведь если не делать мавлид, вы не становитесь грешниками, не становитесь неверными. Даже если в своей жизни вы не прочитаете из этого ни слова, у вас не спросят за это ни в судный день, ни Аллах не спросит, ни пророк, саллаллаху алейхи вассалям, ни тот, кто его написал. Но если вы будете читать эти слова, этим вы ввергаете себя в огонь. Вы совершаете многобожие и делаете предыдущие деяния бесполезными. Почему вы об этом не думаете? Почему вы идете на принцип, говоря, что не оставите это дело? Ко всему этому просят дочь пророка. Ко всему этому вы просите дочь пророка, саллаллаху алейхи вассалям, спасти вас. Все это к нам пришло, и пришло в тарикаты, просьбы к умершим. Все это пришло от шиитов. За шиитами вы следуете во всем. Задумайтесь над этим. Подумайте о смерти, которая вас ждет. Чего вы боитесь? В этом же нет запрещенных разговоров о джихаде или о другом. Разве вам кто-нибудь запрещает говорить: не просите у мертвых, а просите Аллаха? Кого вы боитесь? А потом за спиной идут разговоры, что за вами не молятся, уходят с молитвы. Но как за вами стоять во время молитвы, когда вас просят не делать этого, когда указывают на многобожие, просят это оставить? Как можно молиться за тем, кто совершает многобожие? Когда делаешь по незнанию, это одно, но вы, зная это, поете всем назло. Там один из присутствующих говорит: будем делать назло, несмотря на то, что их просят этого не делать, несмотря на то, что их просят их же имамы, несмотря на то, что у тех, кто там стоит, была договоренность не делать этого, а вы все равно упорно делаете это, то как потом стоять за вами в молитве? О цудахарские ученые! Если вы ученые, остановите их. Если не останавливаете, то докажите по Корану и Сунне, что можно у умерших и пророка, саллаллаху алейхи вассалям, просить, не сбивая с пути народ. Зачем вы их сбиваете с пути и молча направляете в адское пламя? Проявляя уважение друг к другу, вы не противитесь этому, ввергая их тем самым в адский огонь. Этими вашими стихами, которые тут читают, заполнен весь интернет, этими поющими людьми. Вам же это будет во вред в день суда, если вы, конечно, верите в судный день, верите в адский огонь и в спрос в могиле. Противясь религии, которую принес нам пророк, саллаллаху алейхи вассалям, вы же рай не заработаете. Я не хочу сильно грубо говорить. Терплю, но об этом нельзя молчать. Молчать при этом – это уподобляться дьяволу. Это молчащий дьявол. Молчащий об истине подобен немому шайтану. Если вы, сидящие там ученые, не хотите быть молчаливыми шайтанами, говорите же людям об этом. Не кричите, что мавлид разрешен учеными. Ведь ученые это не дозволяют. Просить у пророка, стоять, думая, что он пришел. Делать все это, думая, что дух пророка пришел, и говорить все, что вы там говорите, дозволяя мавлид. Надо же понимать, что вы там говорите. За эти 6 минут столько вы нанесли вреда религии. Задумайтесь над этим. Пусть Аллах поможет всем нам в том, чтобы наши дела делались по мере наших знаний, по полученным знаниям и дела, чтобы были. Пусть Аллах поможет нам. Аминь. Аминь. Аминь.